Главные новости республики на ТНВ. Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. И это время мы используем, чтобы поговорить о будущем. Сегодня в центре нашего внимания будущее топливно-энергетического комплекса России и мира, которое, на наш взгляд и взгляд многих экспертов, будет все-таки углеводородным. По крайней мере, в перспективе лет так 30. Возможно, кто-то возразит, а как же зеленая энергетика и зеленая химия, которые стремительно набирают обороты во всех развитых странах. Да, этот общий тренд учитывать стоит, но реальность пока такова. В ближайшие минимум 20 лет спрос на первичную энергию, нефть, уголь, газ и другие источники вырастет примерно на 30%. Еще одна цифра, которую нельзя не учитывать. Около 2 миллиардов землян сегодня не имеют полноценного доступа к источникам какой-либо энергии вообще. А ведь уже к 2030 году население планеты может возрасти с недавней 7-миллиардной планки до 8 миллиардов. Так как же, откровенно говоря, можно всерьез ожидать, что к новоселам Земли, обитающим главным образом в странах третьего мира, энергия сразу явится в виде новомодных трансформаторов, морского прибоя и солнечных батарей, а не в форме элементарной канистры с дизельным топливом? Или другой классический пример. Кто сейчас не любит порассуждать о перспективах развития такого экологичного вида транспорта, как электромобили? Да, слов нет, машина хорошая. Но давайте реально смотреть на вещи. Чтобы подключиться к сети и запитать аккумулятор, нужно выработать электроэнергию, а для этого нужен первичный источник. Сегодня в мире этим первичным источником номер один является даже не нефть, а уголь. В этом смысле, возможно, и надо двигаться к тому, чтобы возобновляемые источники энергии выходили на первое место, но это произойдет не раньше, чем через 30 лет, а может быть и позже. Конечно, это не значит, раз спрос на энергию растет, нужно все больше сжигать бензина, дизеля, печного топлива или антрацита. Тут скорее процесс обратный. Мы об этом не раз говорили в выпусках нашей программы. Ключевой тенденцией мировой и российской экономики является снижение ее энергоемкости. Более того, именно традиционный ТЭК сегодня является, как это ни парадоксально, сосредоточением современных технологий и инноваций. Хотя бы потому, что сама жизнь заставляет нефтяников и энергетиков быть в тренде, использовать передовые методы извлечения и доставки ресурса. Эпоха легкой и дешевой нефти, похоже, завершилась окончательно и бесповоротно. Доля труднодоступных и, следовательно, трудноизвлекаемых запасов мировой добычи вот-вот перешагнет за треть, а затем двинется к половинной планке. К слову, если оценивать ситуацию в мировом разрезе, больше всего таких углеводородов не в восточном, а в западном полушарии. Прежде всего, они сосредоточены в Венесуэле, затем в Канаде и уж потом, имея в виду третье место в этой табели о рангах, в Соединенных Штатах. Между тем, тяжелая и сверхтяжелая нефть давно ждет притока инвестиций не только в Андах, но и, представьте себе, в России. Татарстан в этом вопросе объективности ради продвинулся много дальше остальных. И что касается извлечения углеводородов, и что касается их переработки. Вот этот вопрос переработки, мы рассмотрим более подробно. Итак, мы начинаем. Смотрите в этом выпуске. Это современный, активно, динамично развивающийся комплекс по переработке нефти. Таиф Инка. Путь к успеху. Что из себя представляет предприятие сегодня? Мы все ездим на этом бензине. Бензин и дизельное топливо по евростандарту. Качество, за которое не стыдно. КГПТО. Новое слово в нефтепереработке. Где произвели оборудование для нового комплекса Таиф Инка и как его доставляли до места. Расскажем. Никто не будет спорить, Россия сегодня один из крупнейших игроков мирового энергетического рынка. Мы занимаем ведущие позиции по добыче и экспорту нефти и газа, входим в число лидеров по объемам выработки электроэнергии и добычи угля. Но также факт неоспоримый. В области переработки нефти наши позиции в мире очень слабые.
Судите сами, сегодня наша страна добывает порядка 550 миллионов тонн нефти в год. Примерно половину или где-то 280 миллионов тонн мы перерабатываем внутри страны. Показатель далеко не выдающийся. Но есть и другие слабые стороны отечественной нефтепереработки. Глубина переработки нефти в России составляет 74%. Вроде бы неплохо, учитывая, что в начале 90-х она была на уровне 64%. Но, как говорится, все познается в сравнении. В Европе, странах ЕС этот показатель 85%, в США 96%. России от СССР досталось 26 крупных нефтеперерабатывающих завода. Из них подавляющее большинство морально и физически устарели и эксплуатируются от 40 до 70 лет. Татарстан до недавнего времени был классическим нефтедобывающим регионом. В советские годы республика ежегодно поставляла на нужды Родины более 100 миллионов тонн нефти, а всего из подземных кладовых было выкачано более 3 миллиардов тонн черного золота. Но что мы успели сделать за это время, так это продвинуться в сфере нефтепереработки. Будем объективны, ее в Татарстане, по сути, создали с нуля. А результаты говорят сами за себя. Сейчас из 35 миллионов добываемой в Татарстане нефти 16 миллионов, то есть почти половину, мы уже перерабатываем внутри республики. Но этот показатель в самое ближайшее время будет превзойден спуском новых заводов. Как и почему эта отрасль стала ключевой для нас, как проходило ее становление, какие предприятия стали локомотивами роста нефтеперерабатывающей промышленности в республике. Об этом прямо сейчас. Новейшая история становления и развития нефтепереработки в республике – это история преодоления и постоянного движения вперед. Конечно, нужно быть реалистами. Отрасль не в одночасье превратилась в стратегическую для Татарстана. Отчасти решение о необходимости строить и развивать собственные мощности по нефтепереработке было вынужденным. В конце 90-х республика находилась перед сложным выбором. Запасы легкой дивонской нефти, десятилетиями кормившие всю страну, таяли. И хотя добычу сырья Татарстан держал на стабильно высоком уровне, баланс менялся в невыгодную для нас сторону тяжелой, высокосернистой нефти. Что делать дальше? Оставаться примитивным поставщиком сырьевых ресурсов на зарубежные рынки становилось все менее выгодным. Собственной нефтепереработки в Татарстане не было. Да и в России в целом отрасль была в тяжелом положении. Решение созрело в 1997 году. Специалисты ТАИ взялись воплотить в реальность идею строительства полноценного НПЗ. Первой установкой для этого стала установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7, которую ТАИФ взял тогда в аренду у Нижнекамскнефтехим. Даже в условиях экономического кризиса конца 90-х, часто неблагоприятную конъюнктуру цен на сырье, ТАИФ не только сумел выйти на приемлемые показатели рентабельности производства, но и поддержал татарстанских аграриев, поставляя им продукты нефтепереработки по ценам значительно ниже рыночных. В середине нулевых ТАИФ продолжил курс на дальнейшую модернизацию НПЗ. Следом началось строительство 2 новых крупнотоннажных производств: установки по производству бензинов и установки по переработке газового конденсата. Сегодня ТАИФ-НК – это развитый, мощный комплекс нефтеперерабатывающих предприятий, в состав которого входит сразу несколько заводов. НПЗ, завод бензинов, установка по переработке газового конденсата, установка по производству битума. К запуску готовится масштабный проект. Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков с глубиной переработки на уровне 98,6%. Нефтеперерабатывающий завод акционерного общества ТАИФ-НК – это современный, активно, динамично развивающийся комплекс по переработке нефти. Наше руководство активно строит новые объекты и модернизирует существующие. На установке ЭЛОУ АВТ-7 закончен комплекс работ по подготовке к интегрированию схемы нефтеперерабатывающего завода в новый комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. В рамках этой работы построены новые эстакады, сотни километров трубопроводов, заменено насосное оборудование, заменены внутренности печей, горелки печей, заменены контактные устройства, заменена часть колонн установки ЭЛОУ АВТ-7. Установка дополнительно оснащена оборудованием КИП. И эта работа, модернизация именно оборудования установок продолжается постоянно.
Впрочем, зачастую развитие нефтеперерабатывающих производств в России идет не благодаря, а вопреки поддержке со стороны государства. Показательный пример – так называемый налоговый маневр правительства страны, который может поставить подножку всей отечественной отрасли нефтепереработки. В чем суть проблемы? Первоначально логика так называемого большого налогового маневра была в том, чтобы снизить экспортные пошлины на нефть, а налог на добычу полезных ископаемых, напротив, адекватно поднять. Подразумевалось, что для отечественных нефтяных компаний это станет стимулом заняться модернизацией своих НПЗ, с учетом того, что акцизы на нефтепродукты будут постепенно снижаться. В итоге все получилось с точностью да наоборот. В результате такого маневра цена нефти на внутреннем рынке резко повысилась, что для всей нефтеперерабатывающей отрасли в России стало болезненным ударом. И если нефтяные компании еще могли частично компенсировать эти непродуманные решения ростом экспорта нефти, для НПЗ, работающих на покупном сырье, положение дел стало совсем критическим. Фактически их поставили на грань выживания. В сложном положении оказалась и компания Тайфинка, которая мало того, что вынуждена покупать нефть по завышенной цене, так еще сырье это более низкого качества, чем у других российских нефтепереработчиков. С учетом всех этих реалий, задача для группы ТАИФ сейчас достаточно сложна, но выполнима. Нужно не только сохранить действующие позиции на рынке, а существенно нарастить объемы производства, увеличить его эффективность. Каковы перспективы развития российского и татарстанского ТЭК, скажем так, в ближайшей и среднесрочной перспективе? Ответить более-менее определенно на этот вопрос даже опытным экспертам сложно, потому как масса факторов влияет как на внутренний, так и на внешний рынок нефти и газа. К примеру, как не учитывать то, что впервые после трехлетнего падения мировых цен на нефтепродукты в 2017 году цены начали расти. Это, безусловно, оживило и простимулировало отрасль. Для того же Тайфинка рост цен на выпускаемую продукцию привнес существенный положительный вклад в результаты деятельности компании. С другой стороны, проводимый в стране большой налоговый маневр привел к значительному росту цен на нефтегазовое сырье. Это сильно ударило по экономике переработки на Тайфинка. Есть еще один неблагоприятный фактор для татарстанской компании. Он состоит в том, что Тайфинка перерабатывает тяжелую татарстанскую нефть с высоким содержанием серы, так называемую высокосернистую нефть. Это, безусловно, сказывается и на износе оборудования, увеличивает затраты компании, что в современных российских реалиях никак не учитывается. Поэтому можно говорить уверенно, нефтеперерабатывающая отрасль сейчас переживает очень сложный период. Особенно тяжело приходится независимым НПЗ, которые перерабатывают покупное нефтегазовое сырье. В связи с реализацией налоговых маневров в отрасли цены на нефть и газовый конденсат растут быстрыми темпами, без корректировки на качество сырья. Поэтому стоит отметить, что хорошие результаты Тайфинка по производству и реализации продукции поддерживаются в таких условиях только благодаря планомерной реализации стратегической программы. Завод бензинов – уникальный в своем роде комплекс производств. Если упрощенно, он состоит из двух отдельных направлений. Основой для первого является установка каталитического крекинга, и здесь налажен выпуск так называемого базового бензина. А еще и производство МТБЭ и ТАМЭ – высокооктановых компонентов для товарного бензина. В год установка перерабатывает 1 миллион тонн сырья. Второе производство – установка по переработке газового конденсата выпускает бензин базовый стабильный, или по-другому прямогонный бензин, который служит сырьем для производства соседнего Нижнекамск-нефтехима. Керосин, дизельная фракция, сырье для производства дизельного топлива стандарта Евро-5, выпуск которого Тайфинка освоил еще в 2012 году. В ноябре 2015 года на заводе бензинов Тайфинка было запущено производство бензина экологического стандарта Евро-5. В настоящее время Тайфинка полностью перешел на производство и реализацию бензинов высокого экологического класса, в котором содержание серы по сравнению с бензином Евро-4 снижено в 5 раз. За качеством и сырья, и готовой продукции здесь следят тщательно. За год в испытательной лаборатории завода бензинов проверяет более 40 тысяч проб нефтепродуктов. Мы все ездим на этом бензине. Движок скрывается. Движок чистый вообще. То есть
Получается, ни нагара, ничего абсолютно не образуется. При этом зимой заводится легко. Если качество продукции для завода бензинов – это главный приоритет, какой из этого можно сделать вывод? Правильно, контроль за этим качеством необходим строжайший на всех этапах производства. Оттого лаборатория, без всяких преувеличений, объект на заводе сверхважный и достаточно секретный. И только для нашей съемочной группы сделали исключение. В этой аналитической лаборатории мы проводим контроль качества поступающего сырья. Самый первый этап производства завода бензина, с чего все начинается. Мы находимся в хроматографической лаборатории, где мы проводим определение углеводородного состава автомобильных бензинов, содержание кислорода, содержание бензола, содержание оксигенатов. Данные требования также нормируются в нормативных документах и в техническом регламенте Таможенного союза. Хотя большинство испытаний приходится на автомобильные бензины, лаборанты также проверяют качество сырья, промежуточных полупродуктов и готовой товарной продукции. Качество бензина проверяют по 18 показателям. Среди них испытания на октановое число, массовую долю серы, содержание металлов. В среднем на полный анализ необходимо минимум 8 часов. Это прибор для определения содержания серы Spectrascan SVD3 по ГОСТ R52660. На этом приборе мы проводим определение концентрации серы с массовой долей не более 10 мг на метр кубический. На данном приборе мы проводим определение фракционного состава автомобильных бензинов. Мы определяем выход фракции автомобильных бензинов при определенной температуре, которая нормируется нормативным документом и также техническим регламентом Таможенного союза. На данном приборе мы ведем определение содержания металлов, марганец и свинец в автомобильных бензинах, регуляр 92 и премиум 95. В соответствии с требованиями нормативных документов, а также в соответствии с требованием технического регламента Таможенного союза на территории Российской Федерации не допускается применение металл и металлсодержащих присадок. Испытательная лаборатория оснащена по последнему слову техники. Чтобы прием сырья и отгрузка продукции осуществлялась непрерывно, испытательная лаборатория работает круглосуточно. Она размещена на 2 производственных площадках – в производстве номер 1 и производстве номер 2. Сейчас в штате 88 человек, которые работают посменно. Для получения точных результатов все исследования выполняют на оборудовании ведущих российских и мировых производителей. Каждый понедельник на телеканале «Новый век». Предприятия-лидеры, финансовые технологии, которые приносят успех. Ведущие отрасли экономики Татарстана и люди, которые знают свое дело. Как работает реальная экономика? По понедельникам в 22:10. Сегодня ТФНК выпускает более 25 наименований нефтепродуктов. Основные виды – это высококачественная нафта, прямогонный бензин, который является важнейшим сырьем для нефтехимии и поставляется в адрес ПАО «Нижнекамск нефтехим». Автомобильные бензины и дизельное топливо, как вы уже видели, соответствующие всем требованиям мировых стандартов качества Евро-5, авиакеросин, пользующийся высоким спросом, а также мазут. Вакуумный газоль, который сейчас направляется в полном объеме на переработку в новый комплекс глубокой переработки тяжелых остатков нефтяного сырья КГПТО. Где и как реализуется продукция ТФНК? Об этом далее в программе. ТФНК в первую очередь работает на удовлетворение спроса российских потребителей и только потом экспортирует свою продукцию. Целевым сегментом сбыта для компании является Приволжский федеральный округ, причем все запросы Республики Татарстан удовлетворяются в первоочередном порядке. Практически весь объем автомобильного бензина, 500 000 тонн, произведенного ТФНК в 2017 году, реализован на внутреннем рынке. В первом полугодии 2018 года выпуск автобензинов вырос на 57,8% по сравнению с первым полугодием прошлого года. По дизельному топливу, керосину, авиакеросину и мазуту поставки также осуществляются по принципу приоритетности обеспечения внутреннего спроса. Все излишки вынужденно направляются на экспорт. При этом в связи с высоким качеством продукции ТФНК всегда пользуется высоким спросом на топливных рынках.
ТайФНК сегодня один из лидеров не только Татарстана, но и России в целом, особенно в вопросах внедрения передовых технологий. Компания еще больше укрепит свои позиции в этом качестве после пуска одного из самых значимых и амбициозных своих проектов – комплекса глубокой переработки тяжелых остатков нефтяного сырья. Практически все оборудование для комплекса доставлено и установлено. И сегодня мы посвятим вас в некоторые детали, как проходила эта доставка. Поверьте, это более чем интересный процесс. Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков ТайФНК еще на стадии закладки капсулы вошел в историю. Уникальный, первый в России и даже в мире, самый эффективный. Вообще такого проекта нет. 95% светлых нефтепродуктов. Здесь появится практически такой же объем, даже больше светлых нефтепродуктов, которые мы сегодня имеем. Системная, кропотливая работа группы компании ТАИФ, которая шаг за шагом решает эти задачи. В процессе строительства комплекса показатели только росли. По глубине переработки в итоге ставится задача выйти на фантастические 98,6%. Производственная мощность комплекса по сырью составила 3,7 миллиона тонн. Из него на КГПТО получают исключительно качественные, востребованные светлые нефтепродукты – нафту, дизельное топливо и керосин. Но чтобы выйти на рекордную глубину переработки, ТайФНК предстояло взять рекордную высоту по доставке грузов и спецоборудования. Реактор гидрокрекинга весом 1377 тонн изготовили в Индии. Это сердце КГПТО, самая большая и тяжелая часть комплекса. Сначала его перевезли в Санкт-Петербург, затем речным транспортом отправили в Нижнекамск. Уже сама перевозка стала мировым рекордом. Предметы столь внушительных габаритов и веса до этого никогда не переправлялись по реке. Шутка ли, высота реактора свыше 40 метров, вес почти 1400 тонн. Для понимания, столько весит пятиэтажный жилой дом вместе с фундаментом, жителями и мебелью. Доставляли такой реактор до места назначения с помощью специального трала. По 1,5 километра в час в ночное время суток. Чтобы все прошло идеально, даже пришлось на отдельных участках пути поменять дорожное полотно и перенести линии электропередач. КГПТО комплекс уникальный во всех смыслах. Во-первых, аналогов нет самой технологии, которая применена в Нижнекамске. Соответственно, оборудование для такого комплекса заводов также уникально. Его невозможно заказать в одном месте. Реактор гидрокрекинга изготовили в Индии. Оборудование для установки по производству водорода заказали в Германии и во Франции. А вот теплообменники лучше всего делают в Италии. Компания Brambilla & Rolli из Бергамо является одним из лидеров в этом направлении. С ней работают практически все ведущие российские нефтяные и нефтеперерабатывающие предприятия. 2 теплообменника из Италии идеально впишутся в общий ансамбль оборудования КГПТО, но для этого их нужно доставить в Нижнекамск. На этот раз выбор остановили на воздушном транспорте. Для самого эффективного НПЗ необходим самый большой транспортный самолет в мире. И это, конечно, Ан-124 «Руслан». Высотой 7-этажный дом с размахом крыла, сопоставимым с шириной Красной площади в Москве. Ему нет равных не только по грузоподъемности, но и по габаритам грузовой кабины. Поэтому для «Руслана», который за один раз способен перевезти более 120 тонн груза, теплообменник под 70 тонн далеко не предел. Эти несколько часов длятся в неутомительном ожидании, в процессе активной работы. У сотрудников компании «Волга-Днепр» нет времени не то что для интервью, даже для минутного отдыха. На определенном этапе к команде «Волга-Днепр» подключаются специалисты из Италии. В аэропорт прибывает сам груз, теплообменник и специальный кран, с помощью которого оборудование будут перемещать в самолет. За процессом погрузки все это время внимательно следят и руководители итальянской компании. Исполнительный директор Марко Раттолли в интервью нашей программе сообщает: работать с ТайФНК было приятно, хотя и непросто. Дело в том, что заказчик поставил перед итальянской стороной достаточно сжатые сроки для изготовления оборудования. ТайФНК рассматривается нами как очень надежный партнер, который быстро принимает решения. В результате мы смогли уложиться в нужные сроки, хотя это было непросто. Отличный опыт, великолепное сотрудничество. Надеемся продолжить его и в будущем.
Пока суть до дела, а на аэропорт Бергамо спускается поздний вечер, и здесь приступает к самому ответственному этапу погрузки. Теплый вечер в Бергамо сменяется пронизывающим ветром Бегишева. Но если не брать погодные условия, в остальном процесс теперь уже разгрузки оборудования ничем не отличается. Только в этот раз за ним внимательно следят уже топ-менеджеры компании «Тайфинка» во главе с генеральным директором Рушаном Шамгуновым. А так все те же знакомые нам процедуры. Последние штрихи в портрет КГПТО. Теперь можно говорить уверенно. Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков в Нижнекамске приобретает реальные очертания и выходит на финишную прямую. Уникальный проект практически готов к запуску. Это все на сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». Черное озеро. По будням в 21:00.